инициативу в Тюмень внесли, чтобы увеличить площадь для для точек продажи алкоголя. Будет ли продолжена работа? Ну, есть ли какие-нибудь идеи дальше? Далее дано право регионам устанавливать дополнительные ограничения в продаже, это как время реализации и прочие ограничения при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах, полный запрет или по площади зала, где оказывается эта услуга. Муниципалитетам, федеральным законом и постановлением правительства Российской Федерации дано право определять дополнительные ограничения в виде расстояний от социальных объектов и многоквартирных домов. В 2022 году мы провели большую работу и в мае месяце приняли постановление номер 118П, которое увеличило расстояние от социальных объектов всех категорий на 100 метров и поменяло способ расчета. Если раньше делали по пешеходной дорожке, то есть могли сделать там палисадники, какие-то элементы малых архитектурных форм и считать по змейке, то сейчас мы считаем от двери до двери полное расстояние по прямой. Это позволило сегодня уже практически на весь центр города поставить запрет появления новых алкомагазинов. Нет, лицензию уже там не получат, закрыто. То есть мы остановили этот процесс. Далее мы обратились с инициативой в законодательное собрание республиканское, чтобы ввести дополнительные ограничения в виде увеличения площади обслуживания зала до 75 квадратных метров. Нам это надо для того, чтобы мы убрали с рынка, вообще в принципе с оказания этих услуг, недобросовестные точки, которые работают по факту как магазин. 10 квадратных метров есть площадь обслуживания, там пластиковый стол стоит и 2 стула. Там никогда никто не пользуется услугой как общепита. Это работает по факту как магазин. И мы хотим нашим решением 75 квадратных метров сделать так, чтобы те, кто будут оказывать эту услугу общественного питания, стали по определению общественным питанием. То есть появилась кухня какая-то, появился обслуживающий персонал, официанты, повара. То есть бизнес начал развиваться во благо населения, а не то, что сейчас во дворах у людей ставят эти алкоточки. Люди не могут спокойно выйти во двор, дети гулять, днем и ночью там ор пьяных людей. Вот это мы хотим убрать. Если наша законодательная инициатива прошла в первом чтении, то сейчас идет оценка регулирующего воздействия на бизнес для второго чтения. Если устоится и во втором чтении пройдет, более 50 наливаек, чисто наливайки, которые работают как лжекафе, они должны будут прекратить свою деятельность как наливайка, либо переквалифицироваться в нормальный пункт общественного питания, либо уйти кануть к лету, скажем так. Вот продолжение этого вопроса. Возле моего дома находится алкоточка, которая называется так и точка на Губина. Уже сколько лет продолжается эта работа по борьбе с такими заведениями, посмотрите, у меня списка сейчас под руками нету, но по общему нашему подходу, если зал обслуживания такой точки будет меньше 75 квадратных метров, то она должна будет прекратить работу. Таких куча. Не буду сейчас их перечислять, они стоят в 10 метрах от дома, от подъезда. То есть здесь же сам подход, в принципе, по определению, мы же не ставим для себя вопрос того, что каким должен быть бизнес вообще. Бизнес, в моем понимании, должен нести пользу людям. Какую пользу несет наливайка, которая стоит в 10 метрах от подъезда жилого дома? В последнюю очередь предприниматель, который ее там открывает, думает о жителях этого многоквартирного дома. В последнюю очередь. В последнюю очередь он переживает за детей, которые живут в этом доме. Он вообще за них не переживает. Поэтому здесь моральная составляющая тоже должна быть. План на ближайшее время по созданию каких-то зеленых островков, о том, эти аллеи, которые были вырублены, это, по-моему, театр Первого лета, район Ярославского, по Кулаковского где-то, еще в районе, по-моему, Бояркова, самые известные, которые обсуждались в СМИ, о том, будут ли это восстанавливаться, будет ли что-то там засаживаться.
на днях проводили встречу с жителями Октябрьского округа, я живу в Октябрьском округе, не смогла подойти. После этой встречи вот в группе в Телеграме, ну, каждый округ уже у нас есть группа Телеграма, группа поддержки семей мобилизованных, очень много жен, матерей и те, кто были на этой встрече, передали вам слова благодарности, что действительно очень для каждой семьи это очень тяжело, и что действительно мы чувствуем поддержку администрации и денежную, и моральную, что буквально каждый там глава округа готов лично звонить женам, матерям, близким, мобилизованных и помогать со многими проблемами. До каждой семьи мы постучались в дверь, с каждой семьей мы установили контакт и будем так дальше. На момент, пока ваш муж на СВО, мы будем с вами стабильно рядом, и функции, которые делают сейчас руководители всей окружной администрации, далеко заходят за должностные инструкции и прочее. Мы чисто по-человечески сейчас должны сделать все, чтобы вы были окутаны вниманием, а ваши мужья спокойно там выполняли свои боевые задачи. Это как отступление. Значит, по вопросу. Озеленение действительно, когда рубится дерево, это огромная потеря. В нашем городе, тем более с нашими сложными грунтами. Но порой приходится это делать, когда идет расширение дороги. Допустим, была зеленые деревья росли, значит, уже многолетние. Но нам надо делать дополнительную полосу для поворота направо. Уровень автомобилизации растет. Поэтому мы вынуждены принимать такие решения, при этом каждое спиленное дерево, оно восстанавливается. Департаментом ЖКХ вносится разрешение, выдается на, значит, компенсацию срубленного дерева для восстановления количества зеленых посадок деревьев в городе, на территории города. Значит, теперь по резонансным случаям, которые каждое лето происходят, сейчас при реконструкции проспекта перед Академией отделения Санана, они там сами, это их сад был, они меняли деревья, которые там будут высаживать другие породы деревьев в целях улучшения. Вот. В этом году компанией, значит, у нас на территории Центрального округа была проведена работа компании «Зеленый ветер». Значит, на Орджоникидзе Зеленого поменяли грунты. То есть у нас зеленка, которая идет от асфальта, там лежат булыжники. Поверх них там тонкий слой земли, и это считалось плодородным слоем. Значит, вычистили полностью камней, завезли новый плодородный слой и высадили туда многолетники, кустарники и деревья. Значит, в принципе, по плану озеленения мы видим, что именно такой должен быть подход. Это требует дополнительных средств. Что мы сделали? Значит, мы в течение 2022 года вели большую работу, и надо поблагодарить здесь лично Арсения Сергеевича Николаева, нашего главы республики, что на 2023 год нам увеличен процент софинансирования по столичным функциям. В рамках закона о столичных функциях городу Якутску доводятся средства, в том числе на озеленение. Эти средства будут увеличены. Мы со следующего года вернемся к показателям, там более миллиона цветов, в этом году 1 300 000 было, высадим еще больше цветов. Значит, начнем уже, начиная с зимы, ранней весны, в школах проводить с детьми работу, чтобы не семена сажать. Видели, как этот процесс идет. Значит, и будем вести работу по, значит, высаживанию деревьев, тех пород, которые приживаются в городе. Вот эта вот задача, она, конечно, стоит, она не первостепенная, она не быстро дает результаты. Мы не видим ее в первый год. К сожалению, приоритеты, значит, у тех же работников, которые ведут работу в рамках озеленения, тех же многоквартирных домов, которые строятся. По каждому строительному объекту есть в рамках проектно-сметной документации процент озеленения. Сколько деревьев, сколько всего. У нас подход какой был у многих людей, то что главное высадить, а потом,
как бы приживется, не приживется, второй вопрос. Поэтому здесь мы, по крайней мере, по городским заказчикам, по всем подход поменяли. Задача очень простая. Дерево, которое мы посадили правильно, и правильно в первые года дали ему уход, оно переживет тот объект, который мы построили, ту же дорогу. Дорогу через 10 лет надо будет капитально ремонтировать, дерево через 10 лет будет стоять и расти. Поэтому здесь быстрой победы не получится. Быстрые победы только по кустарникам, по цветам, по деревьям. Здесь уже стратегическая работа. К слову, вот мы по каждому округу, по каждой управе провели работу по паспортизации всех деревьев, которые у нас есть. И будем сейчас методично наращивать объемы выделяемых средств для того, чтобы увеличивать количество зеленых насаждений. С этого года уходим с 23-го на торги по малым, для того, чтобы малые предприятия заходили на озеленение. То есть, если раньше мы делали это город сам, то сейчас будем привлекать малый бизнес. В этом году попробовали «Зеленый ветер» компании «Центрального». Понравилось, как работает. Пусть несколько зеленых ветров теперь по городу работает, сажает деревья, ухаживает за ними. Те, кому это интересно. Добрый день, интернет-газета «Бикутюры», Елена Тихонова. В СМИ была широко анонсирована программа модернизации общественного транспорта. Планировалось заключение трехстороннего соглашения между окружной администрацией, правительством Якутии и, кажется, компанией «Сахарем». Хотелось бы узнать на сегодня, как продвигается работа в этом направлении. Второй вопрос по борьбе с безнадзорными животными. Ровно год назад, как помните, трагедия случилась. Вот. И третий вопрос. Недавно наше издание получало комментарий о фермера Герасимова, который производит собственную продукцию, да, именно на территории Якутска. Он очень благодарит за поддержку именно вот вас и мэрию Якутска. Город Якутск, он очень быстро растет. Очень быстро. Это самый быстро растущий город на Дальнем Востоке и вообще по всей России. Мы, значит, ежегодно растем там более чем примерно на 3% каждый год. Сейчас у нас в городе по результатам переписи живет 372 тысячи человек. Причем количество автобусов так быстро не росло. Количество маршрутов. Маршруты, по которым мы сейчас ездили, большинство из них было создано еще в 90-е нулевые годы по принципу паспорта маршрута. То есть они делались так, как выгодно и интересно было предпринимателям. В связи с тем, что появились новые центры притяжения, новые жилые квартала, новые социальные объекты, мы заказали в этом году и проводим научно-исследовательскую работу, которая в течение года смотрит пассажиропоток по всему городу. В первом квартале 2023 года, к концу первого квартала, мы получим результаты этой работы. И тогда станет точно, доподлинно ясно, сколько человек в городе ездит на автобусах, какие маршруты необходимы людям, где с какого маршрута чаще всего пересаживаются, и будет полностью понятен каркас того, какой должен быть общественный транспорт в городе. И мы сделаем новые маршруты, исходя из этого мира. Новые маршруты и автобусы. Вот мы, не дожидаясь результатов этих исследований, научно-исследовательских работы, результатов, мы уже в прошлом году совместно с правительством республики, благодаря их поддержке, значит, они выделяли, значит, на 100 миллионов, на 100 автобусов 100 миллионов для того, чтобы первый платеж сделать по лизингу. Далее мы закупили для города Якутска эти 100 автобусов. Значит, 65 взяла ЕПАК, 35 взяли частники. Мы уже запустили 100 автобусов на городские улицы. 90 из них совершают по городу Якутску, по пригородам нашим, по городскому округу, 10 ездят между муниципальными. 100 автобусов одновременно не закупалось никогда. К слову, техника ЕПАКа полностью поменялась. Это вот, задача, ту, которую я себе ставил, когда шел в избирательную кампанию и излагал в своей избирательной программе, было обновить 40 автобусов. Да, по факту мы обновили 100 уже. На следующий год еще 100 закупаем для города. Не дожидаясь, придут результаты мира, мы эти автобусы перетасуем по новым маршрутам и поймем еще дополнительно, сколько нужно закупить среднемагистральных, крупных автобусов, маленьких микроавтобусов, для того, чтобы сеть могла захватить, начиная там от частного сектора, заканчивая центрами притяжения.
Вот это вот и есть реформа общественного транспорта, которую я имею в виду. Здесь же также для повышения качества, улучшения графиков работы мы точно начнем переходить на бруттоконтракты. Сегодня уже мы работаем по принципу бруттоконтрактов по междугородним перевозкам. Мы понимаем, как это должно быть сделано в городских маршрутах, тогда мы будем бороться не за количество людей, которые ездят в автобусе, а за соблюдение графика. То есть автобус должен ездить как часы. Вот это задача. Сегодня сложность первая, значит, это с водителями, значит, это с автобусами. Мы ее с автобусами решаем, с водителями решаем, но здесь тоже вопрос того, что уровень оплаты труда требуется соответствующий, да, здесь тоже вопрос тарифа, вопрос стоимости проезда автобуса. Здесь мы плотно ведем работу с участниками. Союз авто сейчас выставила в окружную администрацию, значит, по нерегулируемому тарифу, по городскому тарифу сделать проезд 45 рублей. Но это очень большой скачок, я понимаю, что так нельзя делать. И необходимо остаться как минимум в размерах инфляции. Но они говорят, дорожает топливо, дорожает запчасти. В рамках инфляции еще ниже, потому что это очень существенно для людей. Для людей тема проезда в автобусе очень дорогая. Но к этому надо возвращаться, раз мы хотим, чтобы ездить на новых автобусах, если мы хотим, чтобы автобусов было больше, соответственно, водители должны получать достойную оплату труда. Для этого, это все идет с тарифом. Это по общественному транспорту. Заключать соглашение надо тогда, когда будут понятны все цифры. Вот, цифры будут понятны в конце первого квартала 2023 года. Значит, по сельскому хозяйству, смотрите, у нас городской округ. В рамках городского округа у нас 8 городских управ и 7 пригородных поселков. А вообще по сельским территориям есть замечательная программа Минсельхоза, которая называется «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках нее строятся объекты социальной инфраструктуры, выделяются кредиты, в том числе сельская ипотека, потому что в селах надо сохранять традиционный уклад, значит, селы должны жить. Я на недавнем совещании на форуме «Арктика» на круглом столе с депутатами Госдумы выступил с предложением: давайте для территории Крайнего Севера и арктических зон, для городских округов столичных, внесем изменения в законодательство, чтобы КРСТ могло включать и пригороды этих населенных пунктов для обеспечения продовольственной безопасности, в том числе, чтобы можно было выстроить агропояса. Тогда мы могли бы в городе Якутск, в наших Хатасы, Тулагина, Кильдянцев, где люди по большому счету живут таким же сельским хозяйством, как в Намском области, как в Горном, привести дополнительные инвестиции в развитие того же агробизнеса, в развитие, значит, социальной инфраструктуры. Инициатива была включена в итоговую резолюцию работы форума «Арктика». Будем сейчас отслеживать, какие будут предложения. Я внес предложение по 13 субъектам включить, Архангельск, Мурманск и поехали. Эти городские округа, чтобы была возможность села включены в программу КРСТ. А второй вопрос про что был? Да. Про собак. В этом году отловлено собак больше, чем в прошлом году. Из года в год увеличивается количество отлова собак, количество средств, которые выделяются. Значит, к сожалению, собак, значит, у собак сейчас на территории нашего приюта ведется сейчас работа по бруцеллезу, да, то он есть, то его нет. Департамент ветеринарии занимается этим вопросом. Соответственно, у нас встает задача, чтобы процесс отлова ни на минуту не останавливался. Мы вносим дополнительные решения, чтобы была отделена отдельно чистая зона, значит, от грязной зоны, но процесс отлова не должен останавливаться ни на минуту. Чтобы, не дай бог, не случилось той беды, которая в прошлом году, к сожалению, случилась. Вопрос очень опасный, тем более для нас, для северного города, когда в морозы мы видим устойчивый тренд, что собаки формируют стаи. Отлов усиленно ведем,
ежедневно проводится штабное совещание. Одна из ключевых задач работы, которую проводит блоком ЖКХ, это отлов собак. За этот год финансирование составило 46 миллионов на отлов и содержание собак. Колоссальные деньги. Позапрошлом году на форуме ВЭФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу разработать мастер-план для дальневосточных городов. В этом году эта задача была выполнена при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, при поддержке Фонда будущих поколений, доноров. Значит, наш город обрел мастер-план. В рамках мастер-плана мы видим точки роста, которые есть. Это южная сторона города Якутска, это то направление, куда сейчас силами водоканала по улице Чернышевского протянули коллектор и водовод. Это включит в многоэтажную застройку залы, района ДСК, значит, с перспективой, значит, звездной, и прошли по Старопокровскому. Это огромный потенциал для роста, там практически можно еще один Якутск построить. Это раз. Второе, значит, в мастер-плане закреплено и ведется сейчас работа в рамках обеспечения безопасности города от наводнения, строительства берегозащитного сооружения. Сегодня один из вариантов, который ведет Министерство экологии республики, это строительство берегозащитного сооружения с намывом новых территорий. Это 204 там и далее. То есть, если туда пойдем, там еще один город Якутск можем построить. Безусловно, та идея, что наверх подниматься, она тоже имеет место, но надо понимать, что наверху лесной фонд – это федеральная территория, федеральная земля. Мы в прошлом году получили федеральную землю для реализации ее раздачи для многодетных семей. Вилюйский тракт 16 километров, Нанцирский тракт и у территории Магана. Порядка 3300 земельных участков будет роздано многодетным. Поэтому так или иначе там уже начнется освоение и возникновение земельных участков категории ИЖС. Если мы говорим ИЖС, то мы имеем в виду и школу, и детский сад, и всю инфраструктуру, которая там необходима. Поэтому так или иначе мы поднимаемся на город, но упор мы будем делать с точки зрения развития в южную сторону. Чернышевская, да? Да, здесь очевидно, потому что и в документах стратегического планирования у нас ключевой проект – это строительство мостового перехода автомобильного через реку Лена. Это Табага. Табаги, да. Соответственно, в этом направлении идет сегодня уже, видим, что реконструкция дороги Умна с подъездной расширением до 4 полос, строительство коллектора, водовода, значит, реконструкция улично-дорожной сети, усиленно идет в южном направлении. Осталось нам 4-полосное сделать Чернышевского, но и все будет готово для того, чтобы застраивать многоквартирным жильем. Рудых Алексей. Евгений Николаевич, тоже дорожный вопрос по поводу многострадального отрезка от Белого озера, перекресток, улица Можайского, да? Нет, туда инженерных сетей. Там, если посмотреть, под дорожным полотном прошли трубы. Вот, это раз. Второе, проектно-сметная документация, значит, задача стоит такая, чтобы от площади Орджоникидзе до поворота на Юскотын была 4-полосная дорога. По разграничению от рынка Белое озеро до Стеллы Мархи на развороте, на повороте, который стоит, это участок, который должен реконструировать город. Дальше от Стеллы до Юскотына это участок, который реконструирует управление дорог республики. Мы в этом году начинаем этап нашей реконструкции. Двухгодичный проект, крайне дорогой, значит, требующий расширения дороги, выстраивания по центру ограждающей конструкции. Ну, то есть, по сути дела, как окружное шоссе будет дорога. Мы ее начнем в этом году, закончим в следующем. Все, в этом году начинается. 23-й имеется в виду. 23-й строительный сезон ближайший. Месяц хотя бы. У нас все строительные работы мы начинаем, как правило, с мая месяца. Как только снег оттает, мы начинаем демонтажные работы, подготовительные. Ну, как правило, оба строительных сезона, и до конца строительного сезона 24-го, это, как правило, 31 октября мы будем проводить работы на всем участке. И к этому моменту управление
дорог республики тоже закончат. И, соответственно, к 2024 году мы получим полностью возможность проехать от здания ЛОРПа до поворота на Юскадым по четырехполосной современной дороге с ограждающими элементами между встречными движениями полос, освещением, тротуарами. А когда все-таки у нас начнут автобусы ходить по проспекту Ленина? Я знаю, что их вроде как до следующего года перенесли, хотя обещали в этом году запустить. Вместо центра автобусы делают большой круг по набережной, поэтому люди, школьники добираются до школы и так далее, всяких кружков, занятий, работы на полчаса 40 минут дольше. И сейчас очень холодно, теплые остановки, на них потрачено очень много средств. Вообще, для понимания, по проспекту Ленина ездило 11 маршрутов. 11 маршрутов. 11. Ну, это очень много для одной улицы. Ввиду этого была огромная перегруженность проспекта. Все маршруты хотели ехать по проспекту для того, чтобы обеспечить большую собираемость. При этом у нас пустые от автобусных маршрутов не хотели ехать люди по Ярославскому и по Орджоникидзе. Это вот в сторону перегиба. Вообще перегиб можно видеть следующим образом. Если смотреть данные биллинга, оплаты по карточкам, допустим, маршрут номер 14 и 20, они выкатывали порядка 3-3,5 миллионов пассажиров. При этом маршруты непопулярные, однерка, двойка, они около миллиона. То есть больше, чем в 3 раза разнился пассажиропоток. Соответственно, у одного маршрута и у одних предпринимателей была возможность зарабатывать деньги, менять транспорт, у других нет. Но это вот к вопросу сбалансированности маршрутно-транспортной карты города Якутска. Вот эти дисбалансы надо убрать. В 2023 году мы все это уберем. Соответственно, вопрос, сколько маршрутов будет ездить по проспекту, это вопрос, который мы скажем к концу первого квартала 2023 года, когда получим результаты НИРа. Часть маршрутов мы действительно перевели на Орджоникидзе, часть маршрутов перевели на Ярославскую, часть пошли по другим улицам. До конца реконструкции проспекта у нас нет права запускать там общественный транспорт. Это надзорный орган не дает такого права. То есть, поэтому пока проспект ведется работа официально, там ездить не будут. В конце 2024 года у нас пойдут оттуда автобусы, когда будет закончен маршрут. Теперь по теплым остановкам. По теплым остановкам у нас построено 20 и 15. Соответственно, у нас общее количество теплых остановок по городу Якутску чуть меньше 70. Половина из них это частные теплые остановки. И зачастую мы путаем, где частная остановка, где муниципальная остановка. Муниципальные остановки, которые построены и эксплуатируются сейчас работниками ЕПАКа. ЕПАК их открывает, закрывает. Значит, и по большому счету, значит, в остановках проблема следующая. Сейчас неработающих остановок нету. Те, которые там акты вандализма происходят, там восстановление требует определенных средств, определенного времени. В силу того, что это бюджетные, если они сломаны, как мы можем сразу их отремонтировать? К сожалению, это требует провести смету, выделить средства из бюджета. Это все требует времени. Так устроен бюджетный процесс. Для того, чтобы это все сейчас не было, мы передаем эти остановки Центру управления общественным пространством, это парк. У него есть вне бюджета. ЕПАК работает полностью на регулируемой тарифе, поэтому у него основная задача перевозить людей. Мы, понимая, что остановки необходимо делать больше, строить их, и они были в первую очередь остановками, не объектом, где выдается займ или ведется бизнес, мы сделали эти остановки как остановки. Безусловно, есть сложности, но при этом я вижу, как сотни, тысячи людей, они ежедневно ими пользуются. Со следующего года, с 13 января, управлять остановками будет Центр управления общественным пространством. И полностью будут переданы на их баланс, для того, чтобы они более гибкая структура, чтобы могли с небюджетки покупать без торгов какие-то стройматериалы, когда их ломают. Но у нас по актам вандализма только 9 заявлений в полицию за год мы написали, что они были разрушены. 9 остановок за год. Поэтому, к сожалению, пока восстанавливается, проходит время, она может быть закрытой. Но в целом каждая остановка открывается в 6:30. Бывают случаи, что
где-то они могут опоздать, но это строго контролируется, потом происходят меры дисциплинарного воздействия на людей. Ну, система растет, мы никуда никак не отказываемся, но для себя поставили цель, что в течение 5 лет ежегодно по 15 остановок мы будем строить и доведем количество теплых остановок до 100 в городе. Ровно все стоянки заражены бруцеллезом. И как вы планируете лавировать между теми горожанами, которые как бы против, да, вот, усыпления животных? Бруцеллез и тема, значит, проведения анализов, забора анализов на территории приюта городского, она, значит, ведется уполномоченными органами. Уполномоченный орган, кто занимается этим вопросом, департамент ветеринарии. Значит, это задача, я внимательно наблюдаю, мы внимательно наблюдаем, потому что прекрасно понимаем, что приют городской, на территории города имею в виду, и все вопросы, в том числе зоозащитников и горожан, они идут через нас. Мы в этом случае должны обеспечить законность проведения этих мероприятий. Были взяты пробы, там более 500 собак, ну это где-то, там у нас в приюте сейчас около 1000 собак. Ну, соответственно, 60%, около 60% показало наличие бруцеллеза. Соответственно, далее выступили зоозащитники, их поддержала прокуратура и Россельхознадзор, что необходимо провести повторные, значит, анализы. Сейчас департамент ветеринарии занимается этим вопросом. Мы, значит, внимательно соблюдаем, чтобы видим, чтобы законность была в прежде очередь соблюдена и открытость была, гласность, чтобы люди видели, как этот процесс идет. Чтобы, здесь же видите, разные позиции у населения. Для того, чтобы найти истину, найти правду, надо, чтобы все было как на ладони, все было открыто, прозрачно. Требуется дополнительный анализ, давайте дополнительный анализ и посмотрим, реально так или нет. Если реально бруцеллез, то дальше департамент ветеринарии будет принимать решение как уполномоченный орган. Так, вопрос был относительно развития туризма в городе Якутске. Какое наше видение, если, значит, с точки зрения зимы и лета есть мероприятия, зима начинается с Якутии и с их Туймады, то что делать весной и летом и как вообще увеличить туристический поток? Это вопрос. Мой ответ. Значит, сегодня мы говорим не только о событийном туризме, который, значит, направлен на человека, который приезжает, пользуется аэропортом и приехал из другого субъекта, скажем так. Мы ориентируемся и на внутренний туризм. У нас сегодня около 400 тысяч человек каждый день в городе Якутске. Найти там какую-то базу отдыха, съездить куда-то отдохнуть с друзьями, с семьей в ближайшем окружении города Якутска, это уже сегодня устоявшийся спрос, который необходимо отвечать. Причем количество объектов, которые могут обслуживать этот спрос, он не соответствует. Поэтому первое, мы по туристическому каркасу города Якутска инициируем несколько проектов. Уже сегодня работаем с инициаторами по КЧП моделям, чтобы быстрее они могли по концессионным моделям строить. Это раз. Второе, значит, по туристу извне мы ориентируемся на то, что на те конкурентные преимущества, которые у нас есть. Город Якутск самый старый город в условиях Дальнего Востока. У нас стоят самые старые деревянные дома в Старом Залоге. И наша задача раскрыть вот эту часть города Якутска, чтобы нам стремились как форпосту освоения Дальнего Востока, смотрели на нашу богатую культуру, историю. И для этого знаковый проект — это старый город 2, территория Залога. Мы должны его реализовать, этот проект, чтобы раскрыть город Якутск таким, как он был, восстановить эти деревянные здания, сделать его реально жемчужиной города Якутска. Здесь там очень интересные места есть. Та же шахта Шергина, реальное училище, прогимназия. Все вот эти вот вещи требуют восстановления. Хотелось бы узнать, мэрия Якутска какие меры принимает по поводу предотвращения, может быть, этих энергоаварий, которых мы все боимся, да? Второе, у вас, наверное, есть какие-то новости по подготовительным работам к приходу Ленского моста, потому что новости такие хорошие же пошли, да, по республике. Объем средств, который был освоен в 2022 году
по линии Министерства промышленности это около 350 миллионов по ликвидации дефицита пропускной способности на территории города. Марха, Покровский тракт, пригородный, вот эти соты, которые не имели возможности подключиться к газу, они сегодня эту возможность получили. Но нужно продолжать в таком же темпе, чуть ли не 10 лет еще выделять ежегодно по 350 миллионов, в силу того, что город очень быстро вырос. Опять же, вот те сети, которые газификация города там 50 лет тому назад была сделана, многие сети, они с тех пор были рассчитаны под один уровень роста города. Город за 20 лет вырос в 2 раза. Количество людей, потребителей выросло в 2 раза. Соответственно, необходимо эту системную работу продолжать. Вот. По социальной газификации. Социальная газификация, весь наш план 100% выполнен. Тот объем, который колоссальный, казалось, по городу Якутску есть, там порядка 1000 домов мы сделали. Значит, по вопросу энергетиков. Пользуясь случаем, поздравляю всех работников, всех энергетиков по образованию, по профессии своих профессиональных праздников, безусловно, очень важной профессии. Значит, с точки зрения, в принципе, аварийных отключений. В 2021 году ЕДС зарегистрировал чуть меньше, 972, по-моему, аварийных отключений по городу Якутску. В 2022 году 542, по-моему. Порядок цифр такой. То есть почти в 2 раза меньше было аварийных отключений, допущено в 2022 году. Это достигается за счет того, что было правильно реализованы ремонтные программы, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. Мы, как городская администрация, принимаем участие в согласовании ремонтных и инвестиционных программ ресурсников, в том числе энергетиков. По энергетикам, рост связан с тем, что в принципе нужно понимать, что у нас уровень, сетей, требующих обновления, он очень большой. И, соответственно, пока ты все это не обновишь, то будут возникать вот эти вот вопросы. Отрадно то, что в целом, если посмотреть не только энергетиков, но и всех ресурсников, тепло, газ, вода, то почти в 2 раза сократилось количество аварийных отключений. Мы будем продолжать в том же ключе работать, и внимательно изучать инвестиционные и ремонтные программы, при согласовании вносить предложения от того, где мы видим узкие места и большее количество обращений со стороны граждан. По мосту, строительство 4-полосной дороги до разведения с Табагой. Мы от Табаги проектно-сметную документацию тоже сделали. Подготовительные работы по выносу сетей уже проведена. Была, вот все, что со стороны города Якутска надо было сделать, мы сделали. Далее, уже дирекция может ответить компетентно, какие они, на какой стадии находятся, но из доступной мне информации я знаю, что проект прошел корректировку, и вот сейчас процедура загрузки, дозагрузить или загрузить до конца, или загружать мы должны проектно-сметную документацию на главгосэкспертизу. У меня с СМИ точка взаимодействия. У меня 2 вопроса. Один вопрос, Евгений Николаевич, как у вас дела по зональности? Помните, это аэропорт, 17-й квартал. Пошли ли федеральные органы власти на уступки? И второй вопрос, это от матерей погибших сыновей по поводу аллеи героев и помощи на Маганском кладбище. Начнем с аэропортовых зон. Я так понимаю, про них разговор, да? Да. У нас определены законом 7-я подзона, которая больше, шумовая подзона, которая покрывает большую часть, попадает ее на город. Мы сегодня имеем разъяснение со стороны и Роспотребнадзора, что при соблюдении условий можно строить там жилищное строительство. Есть также еще 4-я зона, радиолокационная зона, по которой тоже требуется соблюдение нормативов. В принципе, тяжело строить, да, но можно. Есть места, конечно, там 2-я, 3-я, где вообще нельзя строить, но по 7-й зоне появилась
понимание того, что с соблюдением норм, дополнительно обеспечив шумоизоляцию, можно строить жилье. Вот так. Теперь по тематике СВО. Значит, в парке Победы мы обязательно это сделаем, но я предлагаю дождаться окончания СВО, чтобы уже взвешенно подойти к этому решению. Мы в парке Победы оставили место под все это дело, мы сделаем достойную площадку. По кладбищу обязательно будет проведена эта работа в 2023 году. Мы место уже определили там, и необходимый должный вид, оно будет все проведено. Надо дождаться весны. Парламентская газета «Элтумен», Аламжи Будаев. Я хотел бы спросить, вот следующий год, он будет как бы следующий избирательный цикл. Как вам работа вот с текущим составом городского совета депутатов, и в том числе депутатов от города Элтумен? Что 23 год будет годом богатым на избирательной кампании. Для жителей города Якутска каждый из нас получит 5 бюллетеней. Значит, по 2 бюллетеня на Якутскую городскую думу, на Элтумен, и 1 бюллетень на главу республики. Значит, очень важные выборы. С текущими созывами депутатского корпуса Якутской городской думы у меня выстроены конструктивные, хорошие отношения. Значит, мы прекрасно понимаем и, значит, друг друга. Значит, я хочу поблагодарить депутатов за конструктивную работу, значит, за то, что инициативы, которые мы проявляем вплоть до, значит, 118-го постановления по алкоточкам, значит, по бюджетным корректировкам, все принимаются волей. Что касается депутатов Элтумена от города Якутска, у нас есть в городе собрание «Столица» депутатов. Мы периодически встречаемся с депутатами от города, которые избраны в Элтумен. В следующем году у нас изменение количества округов по городу выросли. Поэтому еще больше депутатов будет от города, и это замечательно. Соответственно, каждого из нас голос будет еще больше представлен в госсобрании Элтумена. Это необходимо жизненное перераспределение бюджета, чтобы бюджетная обеспеченность города Якутска росла. Что я хочу? Я хочу, чтобы депутаты, которые будут избраны в следующие созывы Якутской городской думы или Элтумен, шли туда с пониманием, что и зачем им это депутатство. Главное, чтобы не было депутатов ради депутатов. То есть депутат должен понимать свою профессиональную значимость и давать себе отчет, что от его профессиональной деятельности зависит благополучие людей на конкретной территории, от того, что он может вносить законодательные инициативы, отстаивать интересы его избирателей при формировании инвестиционных программ министерств, при формировании общего консолидированного бюджета. Это очень важная задача. Здесь хотелось бы, чтобы наши депутаты, которые были в городе Элтумене, были профессионалами, и депутаты понимали, что от их действий зависит, грубо говоря, 40% населения республики. Один вопрос есть. Кратко сделаю. Вы говорили про туризм в городе. Может быть, знаете судьбу гостиниц в 2 местах Якутска, которые обсуждают уже много лет. Это пустырь на проспекте Ленина и еще один пустырь на месте бывшей городской бани. Уже много лет обсуждается. Может быть, знаете, регулярно всплывает в СМИ сообщение, что вот-вот обсуждается очередной проект, но, как правило, ничего не происходит. Первое. Второе. Лошадиная штрафстоянка. Что с ней сейчас происходит? Зимой же лошади тоже ходят. Вообще их отводят туда или нет? И на будущее штрафстоянки будете дальше давать денег на содержание? Вообще она оправдывается, окупает. Так, и третье. Про фейерверки в городе. Недавно, вообще, в принципе, каждый год город выделяет какие-то специальные зоны для запуска фейерверка. Но мы же все знаем, что горожане никогда этого не соблюдают, и все запускают в своих дворах. Это как-то будет контролироваться, и вообще, что грозит горожанам, которые запустят фейерверк в своем дворе, если не будет последствий в виде пожара? Начну. Значит, тема актуальность обретает,
лошадиная тема. Штрафстоянки как раз таки в зимнее время. В летнее время у них есть территория для выгула вырастает, на острова уходят лошади и поднимаются наверх. Соответственно, у них кормовая база широкая и большая. Как правило, они появлялись здесь с наступлением морозов, потому что их кормовой базой становились мусорные урны. Вот, и для того, чтобы не допустить этого, мы провели анализ по тавру, которые были набиты у этих лошадей. Ну, в прошлый год, помните, позапрошлый, сколько здесь лошадей было. Изучили и посмотрели, что это меньше 10. Меньше 10 субъектов, владельцев этих лошадей. Тавро одни и те же. Вот, и стало понятно, что мы поговорили с этими людьми раз, два, ну как бы они должного внимания не обращают. Ну, как бы. Решили наказать рублем. Запустили в тестовом режиме, смотрим, можем обслуживать, работать, подняли оплату, поймали лошадей. Один раз один человек заплатил 140 тысяч рублей, его лошадей вообще ни сном, ни духом больше. Он точно знает, где эти лошади у него закрыты, где он их кормит. Дешевле знать, где твои лошади, нежели их отпускать. И сейчас, я, по крайней мере, и по обращениям в ЕДДС, и сам, когда по городу езжу, лошадей практически я не видел. Вы видите, нет лошадей сейчас? Да, по-моему, и сигналов в социальных сетях меньше стало. Тема рабочая. Поэтому обязательно будем продолжать, обязательно будем финансировать, обязательно будем добиваться того, чтобы лошадей в городе не было. Не было. Как факт. По фейерверкам, значит, выпущено распоряжение о определении мест, где можно запускать, выставлены информационные аншлаги, где это можно сделать. Значит, если тут нет факта нарушения, если произошел пожар. То есть, если вы начинаете пользоваться фейерверками, пиротехническими устройствами в неотведенном месте, это уже факт правонарушения. Значит, факт правонарушения может вам применить сотрудники МЧС, сотрудники ГОЧС в рамках нарушения норм противопожарной безопасности. Ну, это если, значит, если говорить о санкциях, которые преследуют. По гостиницам. По той гостинице, которая на стадии согласования, опять же, визуального эффекта своего, есть проблема с точки зрения этажности на проспекте Ленина. То есть там инициатор проекта хочет поднять этажность с одной стороны, с другой стороны архитектурное сообщество, прочее, значит, неравнодушные люди выступают за то, чтобы этажность была снижена. Это экономика. Здесь нужно найти золотую середину. Вот. На проспекте пока такая проблема стоит. На месте Старой Пани подписано соглашение у инициатора проекта, это УРИКа. Значит, мы землю в рамках масштабного инвестпроекта город передал, и там будет строиться гостиница. Уже, в принципе, все ее этапы согласования, подписания соглашений с инвесторами, они пройдены. Я думаю, сегодня на завершающей стадии как раз их согласования внешнего вида, что будет, на этой стадии находится. Я думаю, в 2023 году они должны начать строить. Николай. Будем надеяться на это, потому что эта гостиница, она очень нужна городу. Очень нужна. У нас в момент проведения каких-то крупных мероприятий и прочего у нас нету фонда. Этим летом, когда праздновали СФ Туймады, приезжали делегации, мы людей размещали на теплоходах. Соревнованием СФ Туймады является Игорь Дыгина, организаторами являются город Якутск. Вот несколько лет назад стоял вопрос о строительстве арены для этих соревнований, потому что неудобно бывает зрителям, участникам. Люди есть, которые мешаются, манипуляторы. И когда решится вопрос о строительстве арены? Мы имеем сегодня понимание, что необходимо обустроить дополнительную площадку в виде стадиона для этого всего дела. Но пока четкого проектно-сметной документации и определения, в какие
годы это будет за счет каких источников построено, нет. К сожалению, мы сегодня понимаем, что приоритеты немножко сдвинуты. Другое дело то, что сегодня, когда люди смотрят, мы понимаем, что этим летом было очень большое солнце, и на главной арене, когда люди под солнцем, было сидеть, идти в воде, жарко. Поэтому мы хотим сделать там навесы, чтобы хотя бы сейчас было удобнее смотреть, это раз. Второе, значит, мы проведем работу и начали уже, значит, инициировать проведение совещаний и переговоров с федеральными телеканалами, чтобы сделать трансляцию наших игр на федеральном уровне. Интерес огромный, очень зрелищное соревнование. Наша мечта, чтобы Матч ТВ на СЭХе 2023 года провела трансляцию игр Гагына на федеральный масштаб, чтобы в Америке, там, в странах Запада кроссфит же смотрят все страны. У нас примерно соревнования ложатся в канву не то чтобы кроссфита, но еще большего функционального обладания своим телом. Из лука стреляют, на гибкость, на силу, все же есть. В прошлом году трансляция игр Гагына выиграла Тэфи. Вот тем более, еще один в копилку.